Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кому вы не даете покоя. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала по традиции мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. И мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Человек-стратег такой. Мужские энергии, если смотрят женщины. Если смотрят мужчины, это сами вы выходите. Властный человек. Человек, который постоянно за что-то борется. Вот именно со стороны так видно, что вы вот как-то или отпираетесь, или пытаетесь бороться, и как сами как будто бы накликиваете какие-то вот, может быть, конфликтные ситуации. Именно внутреннее состояние дает во внешнюю среду такое ощущение, да, может быть, на самом деле кто-то или ссорится, или вот как-то косо смотрят друг на друга. В то же время здесь проходят и холодные энергии. Не допускаю, не верю. Если верю, то проверяю тщательно. Человек, который видит цель, и он не видит препятствий. Холодный такой разум. На сегодняшний день вы что-то для себя такое приняли, окончательно важное. Но уже к этому как бы и шло. И вот уже наступил момент. Люди могут считать, что вы умеете или тихо, так спокойно ужалить, или вот тихо такой вот, знаете, сапой прогнуть под себя человека. В то же время бываете вспыльчивы. Когда у вас что-то не получается, вы психуете, злитесь. Также можно еще сказать ту ситуацию, что вы чем-то недовольны, и внутри что-то болит. Оно даже так болит, что вот вырывается вовне. Внутри что-то болит из-за какого-то переживания. И на фоне этого какие-то внешние болячки. Это может быть что угодно. Выпадание волос, перхоть или еще что-то. Тут задеты ваши нервы. Или пошатнулись нервы. Тут, возможно, даже вы плюнули на здоровье. Может тоже такое быть. И много вкладываете сил во что-то, в свою какую-то цель. Вообще человек здесь такой, знаете, он не обращает внимания. На самом деле, в большей степени здесь люди, они... Вот у них какая-то цель, и они не едят нормально, не спят нормально. Они вот, зная, к этой цели рвутся, и все. Вот прям до упора, несмотря на свое здоровье. Хотя карта четко здесь о здоровье вас предупреждает. Здесь определенно есть какая-то вот привычка, да, привычка поздно ложиться спать, есть по ночам, например, да, или вот какие-то вот такие маленькие недостатки, но они очень остро сейчас сказываются на чем-то. Здесь шутить со здоровьем вам не стоило бы. Вы призадумаетесь, подумайте, может быть, что-то можно принять уже сейчас, какие-то меры, да, или профилактику. Для профилактики что-то. Знаете, здесь был или какой-то конфликт, или вы сейчас находитесь в состоянии конфликта. Также здесь люди закрываются от конфликта, уходят от него. Был какой-то конфликт, но вы от него ушли. И знаете, вас уже достали вот какие-то, я бы сказала, такие люди еще, которые не говорят прямо в лицо, лицемерие, такие скользкие.
или же пытаются до вас что-то донести, но вот как-то не напрямую, а вот каким-то намеками. Вас это уже, честно, подзадолбало. Вам хочется вот взять и кинуть в них помидоры. Да вы просто плюнули и ушли. Закрылись от них, не общаетесь, возможно. Также и не берете их в расчет. Серьезно. Не воспринимайте их всерьез. У вас какие-то свои планы. Вам пытаются вставлять палки в колеса, но у вас какие-то свои планы. И вам, вот, знаете, по боку, море по колено. Пусть что хотят делают. Пусть и обвиняют, пусть и палки вставляют, что хотят. Да, у вас есть цель, и вы, я говорю, вы не видите препятствий. Да, это вот как слон и моська. Моська кусается, на слону плевать. Вот вас показывают именно в такой позиции на сегодняшний день. У вас нету, понимаете, даже вот вы можете говорить, что я не буду свое личное время тратить на людей ниже уровня или люди, которые опускаются так низко, да. Но вы здесь уже что-то им доказали или показали, указали этим людям, а они бесятся. Можно и молчанием, знаете, тоже доказать и показать и так далее. Или взъерошить нервы человеку. А у вас это получилось превосходно, возможно, так. Вы раз себе и ушли, в норку спрятались. Да, внутри есть неприятный осадочек. После кого-то. Возможно, даже здесь определенно какой-то человек есть, после которого у вас осадок. Это может быть даже конфликт быть с каким-то мужчиной, если смотрит женщина. Если мужчины, то наоборот. У вас осадок, у вас еще в памяти что-то осталось. Не очень хорошие воспоминания о каком-то человеке, о каком-то мужчине. Но, знаете, все же что-то еще между вами есть, какая-то ленточка тянется тонкая, но она есть. Но все же вы дуетесь, много есть чего, с чем вы не подходите друг другу. Вы это сами понимаете, что мы не пара. Или... Ну, если тебе что-то не нравится, так, goodbye, Вася, да, вот как-то так. Уже приняли, ну, здесь такая женщина, уже ей плевать, вот, плевать, да, хоть что, хоть угрожая разводом, расходом, плевать, ну, хочешь, уходи, давай уже быстрее. Вот как-то так, и в какой-то степени вы имеете вес в своих же словах. Притом, когда вы говорите «уходи» или «мне не интересно, ты мне не нужен», «мне об этом не интересно разговаривать», то есть не ставите человека серьезно в расчет, да, вот как-то не воспринимается так. А тут женщина, которая, кстати, в какой-то степени завоевала к себе уважение. Вы завоевали к себе... Да вы даже не воевали. Вам что-то уже опротивило, и вы стали вести себя, хочется сказать, в кавычках, естественным образом. Как природа. Да? Заложила. Вот так. Уже на что-то не реагируете однозначно. Эти выпады уже повторяются, да, несколько раз, например. И вам уже это не интересно. А человек бесится, может быть... Да, человеку больше к вам тянет. Но здесь, знаете, о чем-то межличностном. Вообще, в целом, я бы сказала, по портрету, вы человек, который плевать хотел. Вот тут очень много слов таких идет. Плевать, пофиг. Знаете, вот как-то ко всему даже в какой-то степени относитесь с легкостью с такой. Но да, внутри осадок все же есть у вас. Но все же... Вы стараетесь думать о чем-то важном, концентрировать свое внимание на чем-то своем, на то, что для вас лучше. Понимаете, это правильно. Нежели слушать каких-то балбесов. Вообще, в принципе, человек, вы очень и жизнерадостный, и чувственный, оно у вас есть. Вы не только холодная, да, мечевая или мечевой, но... В то же время
Вы умеете и быть благодарной. Вы, хотелось, да, сюда сказать, человек, который может и по головам пройтись, если нужно, то нет, то нет. Нет такого. Здесь есть понимание. Понимание. Вы еще человек, который очень долго на что-то созерцает. Может, сейчас, потому что вышел, если смотрит женщина, вышел мужчина здесь, да, по портрету. Это, говорит, ваше поведение на сегодняшний день, но я еще скажу, вы на что-то сейчас созерцаете. Уже сейчас. Думаете о чем-то. И причем, может, даже, я бы сказала, медленно. А время идет. Так вот, но в принципе здесь момент такого ухода от каких-то конфликтных ситуаций помогает вам на самом деле разобраться лучше в себе, в своей жизни, навести даже порядок, да, в чем-то, если есть в чем-то бардак. Любите вы деньги, деньги любят вас. Здесь женщина, которая стоит двумя ногами на земле, стремится к стабильности, к уюту в том числе, стремится к тому, чтобы у нее была обеспечена жизнь там на многие, на долгие годы вперед. Тут момент практичности идет. Человек, который ходит в магазин со списком, возможно, да, или же человек, который все отмеряет, высчитывает. Можно даже еще сказать, здесь женщина-калькулятор, она все считает, все считает. И здесь есть равенство. Имеется в виду, всем все поровну, да, или сколько вы вложили, сколько он вложил. Или, да, ну, или она, кто угодно, да, подруга, там, кто угодно. Вы все считаете. Вообще, я вам скажу, даже вы свои шаги просчитываете. И вы, на самом деле, не будете вестись на что-то мелкое, то, что не заслуживает к себе внимания в целом. Имейте свою гордость. И вы сама такая, я вам скажу, вы не даете об себя ноги вытирать, но в то же время стараетесь не влазить в конфликты. Да, вы просто теряетесь, уходите. Но вы это время тоже не проводите за грустью, разочарованием, долгим воспоминанием о том, как вас обидели. Вы скорее эффективно проводите свое время. И я бы еще сказала, что это время уходит у вас на различные, может быть, моменты, когда вы занимаетесь работой, заработками, деньгами или учитесь чему-то, как заработать, где заработать. Вот здесь все по деньгам, по финансам. Есть у вас и материализмус, почему нет? Да, тут, кстати, я бы сказала, вы об этом думаете часто, в деньгах. Возможно, даже ваши любимые практики, ритуалы, связанные с обогащением. Тоже может быть. Как увеличить финансы, как увеличить финансовый поток. Вообще вас видят очень изобильной, да, женщины, но та женщина, которая знает меру, кому давать, кому нет. Хоть вы улыбаетесь, хоть вы и мила бываете, да, здесь не сухарь человек, здесь человек живой. Есть у вас и эмоции, можете и плакать, можете и смеяться, и хохотать. Умеете хорошо пошутить. Есть у вас чувство юмора, причем, знаете, кстати, по чувству юмора можно определить интеллект человека, а у вас он, какой этот интеллект. Да вы постоянно или читаете, или обучаетесь чему-то. Не любите вы просто так убивать время. Время должно приносить какие-то плоды. Вот так вы считаете. Но здесь такая женщина. Вас могут даже некоторые называть продуманная или карьеристка. Да вы и не обижаетесь. Знаете, что самое интересное? Здесь вот насчет чувства юмора, да, вот этого. Вы еще такой человек,
Вот вас как-то обидели, да, сказали вам, а у вас носик кривой, например. А вы скажете, да ничего страшного, да, зато мне спать с ним удобно. Ну вот как-то умеете или зато на животе спать удобно, например. Вы умеете подшутить над собой в обществе. А это сила, я вам скажу, когда человек умеет, это по психологии, да, именно касается психологии, это именно сила, когда человек умеет именно чей-то подкол, да, именно обернуть в шутку. Вот даже вот как, смеясь над собой. Да, почему бы и нет? А мне нравится или еще что-то. Вот как-то так. Да, скорее всего, даже вы не просто умная женщина, вы еще, знаете, вовремя как-то вот скажете так коротко и ясно, может даже и в шуточной форме, но очень хорошо. Причем, знаете, сразу люди утираете тем самым людям нос и понимаете, кто здесь главный. Люди, вернее, понимают, кто здесь главный. Так, а что это вы переживаете сейчас? О поездках, о переездах, возможно. Здесь какая-то ситуация гложет на сегодняшний день. Я бы сказала, ситуация ухода откуда-то. Или уезжать откуда-то. Очень много об этом мыслей, терзают мысли, куда податься, что вообще происходит. Здесь я бы еще сказала о чем-то глобальном, вы думаете, о мире, о войнах, о каких-то трагедиях, случаях, ситуациях в целом. Вы не хотите на что-то налететь, притом аккуратничайте, все продумываете, но не видите пока выход, а выход будет по смерти. И здесь показывают старое, отпущенное, вы идете в новое. Тут возможен даже переезд на новое место. Если кто думает о переезде, здесь переезд 100% будет. Будет переезд. К этому все и идет. Здесь я скажу, вот как вам объяснить. Вас уже направляли. Вам уже когда-то, да, возможно, подсказывали, говорили, намекали, или же были ситуации, которые подталкивали на эту мысль. Но вы как-то не воспринимали это всерьез и, знаете, вот как-то отпускали ситуацию, возможно, думая, что вот как-то само все завершится, что-то закончится, что-то улучшится где-то как-то, да, перетрясется, утрясется, вот как-то так. И здесь момент переживаний. И поэтому сейчас уже вы понимаете, что как будто бы момент настал, надо действовать. Или больше каких-то шансов не будет. Да, вы боитесь упустить что-то, переживаете об этом. Или опоздать. Здесь дорога идет. Сразу же идет дорога. Причем я вам скажу, что касаемо переездов, это будет внезапно. Здесь еще такая карта, рядом смерть с колесницей. Не хочется говорить, но вот как будто бы, знаете, вот как земля из-под ног уходит, и ты понимаешь, что надо бежать, а не стоять здесь, иначе земля из-под ног уйдет. Вот какое-то такое. И надо будет действовать резко, быстро. Не стоять на месте, нечего ждать здесь. Да, ситуация, знаете что, вот когда будете бежать, все равно же будете переживать, а как там? А что будет там дальше?
Вам хотя и хочется быть там, где вы сейчас, например, да, но с другой стороны тоже опять вы понимаете, что что-то вот подталкивает, что надо. Надо действовать, надо идти, надо ехать. Здесь также и момент может быть перехода на новый уровень, когда у вас повышается уровень. Причем здесь момент развития вашего идет не по дням, а по часам. Вы, возможно, с чем-то занимаетесь, чему-то обучаетесь. И, кстати, я вам скажу, какие-то обманщики от вас отпадают из вашей жизни. Да, кто-то вам здесь на уши плел или, возможно, вас в чем-то обманывал, уходит из вашей жизни. Вернее, даже вы уходите, ускакала. Выход из подвисшей ситуации или выход из вот этого какой-то головоломки. Голову ломала себе над чем-то, над каким-то вопросом или о чем-то переживала. Будет выход, да, вот конкретно выход будет происходить в вашей голове. Почему? Потому что у вас в голове зародится определенно какая-то идея. Сразу же. Знаете, когда происходят какие-то спонтанные ситуации, сначала ты не понимаешь рефлексорно, да, что делать. Ты в панике, ты в ужасе, ты в шоке, ты суетишься, как крыса, да, вот в банке или в чем, в клетке. Но потом уже голова начинает, она же не может так постоянно думать. Потом начинает мозг работать иначе. Защитный рефлекс. Это именно то, когда более четче вы начинаете видеть проявление вообще, чувствовать вашу интуицию, что нужно делать, куда идти, как действовать. Да, и скорее всего вот на этот момент придет и спасение. Спасение это будете, я говорю, сама себе вы, когда придет какая-то спонтанная идея. Но сначала о чем-то на самом деле попереживайте, пометайтесь в голове, подумайте, может так, может это, да, не поспите, может быть, ночами. Придется подумать, но в итоге в один ясный день просто придет четкое осознание, что делать. Вообще, я скажу, вы человек такой, есть у вас тоже доля интуиции, но часто выигрывает у вас логика, что не есть всегда хорошо. Потому что бывают такие важные решения, ситуации, конечно, мы стараемся принять логически, вот как вы, да, но иногда нужно полагаться на интуицию, а мы боимся. А если мы боимся, то у нас есть страхи. А если страхи, то страхи притягивают проблемы. Вот как мы страшим себя, так оно и происходит. Очень много в вашем портрете, да. Уже 25 минут мы говорим о вас, но здесь важное вам что-то нужно услышать. Здесь, знаете, случится такая ситуация, когда в голове у вас вот создастся момент такого выбора. И на этот момент, да, придут высшие силы. Высшие силы будут именно шептать, говорить через людей, через ситуации, через проявление каких-то знаков. Попадаться будут на глаза реально какие-то знаки. Например, клевер, еще что-то, да. Белый мотылек или черный мотылек, например. Разные вещи, именно странные. Сел на вас мотылек или как бабочка, черная или белая, да. Белая это к новостям, черная бабочка сулит о каких-то делах, которые нужно будет делать, хлопоты вот так, где нужно похлопотать. Но здесь момент идет высших сил. Я бы сказала, в первую очередь, молитесь. Всегда молитесь. И причем, знаете, очень хорошая есть молитва, Псалом 90. Когда ты не знаешь, что тебе делать, но знаешь, что Псалом 90
Он всегда помогает, он очень эффективно работает. Я сама часто пользуюсь Псалом 90. И когда не только критические ситуации, да, и в целом тоже можно читать перед сном. И вы знаете, вы увидите сами, как начинают появляться люди, которые вас реально вытаскивают из проблем. Или ситуации так складываются, да. Вот вы понимаете, что если сейчас дверь откроется, то меня прибьют, да, вот, а раз и дверь не открывается, да, вас защищают. Понимаете, да, как это? Или вы думаете, переезжать, не переезжать, а тут в магазине кто-нибудь кричит, переезжай, но не вам. А вы услышали слово «переезжай». Или люди говорят, что надо переезжать. Не вам конкретно, а где-то вот со стороны в уши вам попалась информация. Понимаете? Вот так вот. Да и всякие разные знаки. Так, если проигрывает портрет, тут не только портрет, смотрите, тут еще и другое у нас вышло. Хорошо, давайте смотреть дальше. По характеристике мы вас посмотрели. Кстати, еще по характеристике вашей король мечевой не дает вставить слово. Да, часто бывает такое, что вы перебиваете в разговоре. Вот. Так, смотрим дальше. Кому вы не даете покоя? Слушайте, тут вас боятся. От вас защищаются, да. Кто? Мужчина. Он вас боится вообще, как стрелы с ядом. Вот реально, да, что вы что-то... Он четко понимает, что вам нельзя переходить дорогу, вам нельзя перечить, вам нельзя... Он вас боится. Знаете, вот у него внутри закрадываются какие-то и сомнения, и страхи о вас. В то же время чувствует человек обиду, что вы его так зашугали, бедного. Он боится, вот что здесь. Смотрите, здесь выходит сама красота, сама звезда, сама яркость. Женщина, которая знает себе цену. Да, именно ваша характеристика здесь идет. Человек боится вашей, вот даже я бы сказала, не то что красоты, уверенности. Вы настолько сейчас уверенные в себе в глазах этого мужчины, что слово не скажи, да, вы по столу стукнете. Теперь вы здесь королева, вы управляете. А вот я скажу, раньше как будто бы было все это наоборот. А теперь, да, ваше слово это последнее. И человек очень боится, что если вы или разойдетесь, если вы с ним в паре, мечевой это воздух, если вы с ним разойдетесь, вы ему таких палок в колес ставите, да, он об этом переживает, или его жизнь так подкосится, он боится лишнего слова или действия, он просто, знаете, вот как прикусил свой язычок. Хотя, знаете, в привычке вытащить и побрякать что-то, побубнеть есть. Но тут он уже подумывает, прежде чем даже побубнить на вас. Он уже даже думает, боится. Он напряжен, ваш адрес. Он часто о вас нон-стоп, я бы сказала, нон-стоп думает. Я бы сказала даже еще, что он боится вас потерять из виду. Он боится, что вы куда-то исчезнете, спрячетесь, уйдете в отшельники, да, там в монастырь, в монахи там или еще куда-то. Но даже не то, что кто-то у вас появится, куда-то вы там. Нет, а что вы оставите его одного. Здесь огромный страх. Он даже готов бороться будет за вас, если, не дай бог, вы кому-то достанетесь. Знаете, это такой тип человека, я вам так скажу, и не то, что тип,
Ну, тип это да. Если вы с ним разойдетесь, он будет мстить. Он будет мстить. Не все мстят, но вот он конкретно будет мстить. Это слабый тип, сразу говорю. Вы здесь провидица мудрая. Вы здесь женщина высокого ранга, нежели этот мужчина. Звезда и отшельник. Это рядом не стоит. Плюс, да, в ваших энергиях император. То есть вы скорее рулите процессом. И в то же время он вас, знаете, и отпускать не хочет. Или до сих пор еще не отпустил. Вот в душе вы постоянно. У этого человека в голове, в душе. Он никого не видит, не замечает. Вот знаете, с радостью бы, но не получается ни с кем, да. Не то чтобы там ходил, пробовал. Просто даже вкуса, как аппетита на это нет. Потому что здесь все сконцентрировано на вас. А вы, я вижу, показали попу. Как говорится, развернулись и пошли. Или занимаетесь чем-то своим, что нравится вам, или еще что-то, дела, подружки, маникюры, педикюры. Вы где-то, но не с ним. Вы даже можете спать в одной койке, но вы отвернетесь друг от друга. Да? У каждого своя граница. Ты на правой стороне, а я на левой сплю, или наоборот. Просто даже одеяло на одной постели спите, а у каждого свое одеяло, чтобы на себя не наматывал. Вы тут еще кое-кому не даете покоя, какому-то молодому красавчику, медлительный очень. Засмотрелся на вас, блюдит за вами, следит за вами. А знаете, человек такой, который и не нашим, и не вашим. Почему-то его показывают в роли вашего мужа или будущего мужа. Но он такой скользкий, непонятный, да, или еще не определился в чем-то. Я вам скажу, если вы его увидите, он вам понравится. Но он моложе. Он моложе. Здесь может даже быть и замужество. Смотрите, как. У вас будут какие-то планы на его счет, а этот вам не интересен уже, мечевой. Здесь вы будете смотреть в сторону этого молодого красавчика. Вы его посчитаете красавцом. Вот прям в вашем вкусе. А он еще за вами будет бегать. Но знаете, что самое интересное? Вы в отношениях, когда показываете кнут, вот тут вас уважают, любят, ценят, бегают за вами, носят подарки. Когда вы показываете пряник или гладите по шерсти, да, то здесь вот как-то принимают как должное. Знаете, разбаловаете вы котиков, но вы уже так не делаете. Вы здесь, наоборот, показываете всем попу. Не в том плане, да, ну спину, ладно. Роковая вы женщина, вы здесь и этому покажете фиг. Сначала, знаете, вот как-то... Тут вы такая начальница отношений. Здесь хочется сказать, это женщина в ресурсе, которая так поступает, да, скорее всего. Здесь вы будете... Хочу, не хочу, вот как-то себя так вести. Потом раз, уехала, собралась, уехала. Здесь бывают мужчины-манипуляторы, но здесь выходите вы именно в роли в такой. Я скажу почему. Здесь момент мечевого короля говорит о том, что прошлое, оно не простое прошлое. Оно в чем-то вам разбило сердечко. Поэтому вы так уже поступаете с людьми.
с противоположным полом именно. Определенно здесь выработался какой-то рефлекс. У вас уже что-то выкипело, окончательно выкипело, что вы себя так вот именно можете вести по отношению к мужчинам в целом. Но здесь я вижу, вы опять покидаете отношения. Да, или же отношения, где вы будете вот отстраняться. Но тем самым, я вам скажу, здесь отношения потерпят трансформацию вашими отстранениями такими. А делать вы это будете, знаете, для того, чтобы ценили. Вот тут вы поняли, скорее всего, вкусили вот это вот, когда вы недоступная, почти недоступная, да, ускользающая, вы наиболее желанны мужчинам, нежели когда вы постоянно на виду. Оно, в принципе, девочки, так оно и есть в жизни. Да, женщины должно не хватать, чтобы было время поскучать. Любить ее и ценить еще больше. Ее должно не хватать. Но не всегда. Не всегда. Всему, да, должна быть золотая середина. Вы здесь еще нервишки ему даже помотаете. Своим вот этим, как он скажет, выпендривается. Не то, что даже выпендривается, а характер показывает. Знаете, к вам сразу вот все врата открываются. С вашим таким поведением, но тут не говорится о каком-то неприятном поведении. Здесь есть приятные моменты, здесь есть то, что вы тут, да, тоже и таете, и все. Но вы даете себе стоп. Да, вот чуть-чуть поигрались, погладила по-шерстки, стоп, хватит. Теперь быстренько, раз поскакала там куда-то, раз дела. И вы тогда становитесь любимым объектом. Вы становитесь главным объектом. Да? Вас уважают, вас ценят, вас хотят, вас желают, вас ждут. Вот так вот. Я вам скажу, здесь уже, да, скорее всего, человек этот есть, может, даже в вашей жизни. Но он еще за вами побегает. Здесь может, да, вплоть до брака идти, смотрите, с этим молодым. Хочется сказать слово кучер. Почему-то идет сюда слово кучер. Кому вы не даете покоя? Еще. Тут какая-то семья. Пара. Семья. Вы прям на повестке дня. Слушайте, да тут одни мужчины выходят. Тут какая-то семья, да, и здесь есть не только мужчины, тут могут быть и женщины в мужских энергиях. Давайте-ка еще протянем карту. Да. Здесь такая долгая семья, долгий брак. Здесь даже может быть проживание с родителями, да. То есть кто-то, какая-то пара проживает с родителями или забота, опека о родителях идет. Здесь вот кто-то как... Знаете, здесь такая семья довольно-таки зажиточная. Все здесь сложено о деньгах. Здесь вообще такой материальный материализмус. Во главе этого, вот знаете, дома. Самое главное — это материальные блага у этой семьи, у всех. На устах. Да, возможно, бизнесмены, торговцы, люди, которые зарабатывают очень хорошо. Живут, довольствуются этой жизнью. А почему вы им не даете покоя? Почему вы им не даете покоя? Ах,
Ах, вот оно что, потому что вы ведьма. Слушайте, здесь момент чувств. О, тут ревность идет. В этом доме женщина подозревает своего мужчину в измене. Даже не измена, ну, измена это да, но здесь что, у мужчины есть к вам большие чувства, что вы овладели его сердцем. А еще мне сюда протягивается, что ваш прошлый мужчина в паре с кем-то, и вот женщина его натягивает. Ну, как натягивает? Смотреть только на нее нужно, да? И она очень переживает. В то же время мне показались такие какие-то глупости от этой женщины. Глупая женщина, которая не дает жить. Знаете, у нее вот что прикол, так это вы на повестке дня. В плане, да, она вот мужа подкалывает вами, что иди к ней, или же счастья вам да удачи. Вот, знаете, тут такое подозрение острое. Здесь был, возможно, вы знакомы с этой дамой. Да, здесь может быть и знакомство. Не знакомство, вы знакомы, вернее. Второе, или она вас видела, или слышала. Но здесь показывают рядом мужчину. Она его и ненавидит, и любит, и в то же время зависит. Здесь момент финансов, здесь строится все на нем, или же идет еще разговор, что она не хочет, чтобы ресурс из дома ушел. Здесь есть дети, здесь есть общее дело по императрице и другим картам. Здесь есть какое-то общее дело, совместное, родинное, семейное. И она не хочет это терять. Здесь больше даже, ну, любовь есть, присутствует, но в то же время, да, здесь и присутствует вот это вот именно, что у мужчины к вам есть чувство, а у мужчины к вам есть чувство. И здесь момент того, что вы колдуете, она считает, что вы колдунья, что вы уводите мужчину из семьи, что вы колдуете на него. Но тут развал пары. У них все здесь сейчас по швам идет. И она обвиняет здесь вас. Что благодаря вам у них все идет по швам. У нее, кстати, острый язык. Вот я и говорю, она часто подкалывает его что-то касаемо с вами. Да, вот и иди с ней, вот и иди к ней, вот и давай. Вот знаете, как-то тут конфликты из-за этого могут быть, скандалы, драки. Что-то тут вот, да, здесь вот просто такой тотал, здесь просто тотал. Дно уже отношений. Но здесь все держится на каком-то материализме. Мужчина тоже держится за материализм в этой семье, но имеет к вам чувства. Возможно, человек оговорился нечаянно ночью, да, или назвал ее, может быть, вашим именем. Но здесь чем-то пахнет таким уже горячим. Горячими беляшами, пирожками. Все рушится. Вы виновница. Блин, а как ей хочется, знаете, вот с одной стороны любит, с другой стороны ненавидит. Но, понимаете, она хочет тоже избавиться от этих отношений, с одной стороны. С другой стороны, еще тут вас ненавидят. И вот здесь у них какой-то круг. Или чем-то они окольцованы, да, что не сдвинешься с места. Шаг вправо, шаг влево, крах. Она боится потерять что-то, вот, что касается денег, финансов, материи, да. Возможно, на самом деле человек, может, кормит семью, на нем все держится. Или зависимая, вот как часы, в них детали. Одну деталь вытащишь, все остальное не работает. Вот тут как-то еще может тоже так быть. У него к вам и чувства.
И он не знает тоже, что делать. В голове какая-то путаница. Но он с вами общался. У вас было с этим мужчиной общение. У вас было общение. Так, а что дальше-то? Что эта женщина к вам? Она желает смерти. Она желает, чтобы вас не было. Нет, тут не просто не даете покоя. Она желает смерти. Слушайте, здесь еще она видит вас где-то. Она считает вас очень привлекательной, красивой. Лучше, чем она. Она сравнивает себя с вами. Она вас ненавидит из-за этого. Здесь может быть и зависть еще сильная. Какая вы, какая она. А здесь она вот 100% в голове держит информацию, что здесь треугольник, что ее муж изменяет с вами. Что-то она такое вот, не знаю, какие-то у нее догадки почему-то ее вот выводят на такие мысли. А что она собирается делать? Давайте посмотрим. Или что она будет делать? Что она будет делать? Что она будет делать? Она уже делает, манипулирует, обманывает его. Но вы знаете, она обманывает его в плане чего-то. Но обманывать, чтобы ходить изменять, она не будет. Она не хочет... Вот есть у нее какой-то кредо по жизни, да, и все. Вот она не хочет сдвигаться с этого кредо. Она не хочет изменять, но она его хочет в чем-то другом обмануть. Очень сильно. Это касается денег, финансов. Оставить его ни с чем. Ну, вплоть до того, да, чтобы прибить его нахрен. Но этого она делать тоже не будет. Разбить сердце. Но, опять-таки, на измены она не готова. Но, скорее всего, уход. Она эту тему уже долго обмусоливает, что делать. Это уже не раз повторяется. И не только с вами. Кстати, здесь может у мужчины быть какие-то зависимости, или человек принимает какие-то лекарства. Ну, такое что-то серьезное тоже может быть. Или вот какие-то зависимости. Алкоголь, что угодно. Да, может быть и алкаш какой-то. Ну, не алкаш, а выпивать. Слушайте, она его оставит ни с чем. Для нее важны финансы. Она оставит его ни с чем, она что-то у него заберет. Тут вот не просто она берет его полностью, этого мужчину. Да, 100%. Так, а что касаемо вас, что она намеревается делать? У нее все мысли о мужчине, в первую очередь. Да с вами тут сложно. Да ничего. Вот что касаемо вас. Ей бы с ним разобраться, а не с вами. Вы здесь на что? Она понимает, с одной стороны, да, каким-то местом, что вы-то тут ни при чем, просто есть, да, к вам вот зависть, что вы вот такая и красивая, и притягательная, но вам она делать ничего не будет. Просто будет, да, вот как-то бубнеть под себя под нос. И все. Такая-сякая. Это максимум. Мечевая королева. Так, далее, кому вы не даете покоя? Ох, слушайте, тут за вас тут спорят здесь кто-то насчет вас. А высшие силы по языкам дадут. Ну, какие-то, слушайте, молодые и незрелые. В кругу выпивка. Люди выпивают, спорят.
Ну, вы красотка. Слушайте, вы так нравитесь мужчинам. И знаете, что еще нравится в мужчинах? Что вы и закрытая, и недоступная, ваш интеллект, ваша внешность, да, и в то же время вы такая скользкая дама. И сколько бы вам лет не было, ваша харизма берет свою. Харизма у вас такая, вы женщина. Даже не то, что харизма, а ваши всякие повадки, и вот действия, и вот эта закрытость, да, какая-то и открытость, и закрытость, вот как-то кнут и пряник умеете совмещать. Такая вот, за столом вас обсуждают какие-то мужики. А вы всем тут не даете покоя. Ваш какой-то ресурс, ваш интеллект, ваша красота, ваша вот как вы одеваетесь почему-то. Хотя, да, это больше на обсуждение женщинам, но здесь обсуждают это мужчины. Как вы одеваетесь, ну вот, или момент, да, того, что очень, вы еще и яркая. Вы очень заметная. Вот вы такой тип женщины, которая выделяется из толпы других женщин, заметная. Да, если скажут, кто здесь красивый, всегда выберут скорее большую степень вас. Здесь еще может идти речь, правда, о харизме. Здесь может, да, не обязательно внешность, здесь может взять и ваша характеристика. Здесь кто-то о вас говорит, вот просто обсуждают. А что именно еще? Ну, тут прям вот просто обсуждение вашей работы, деятельности, денег, дети, муж, семья. Хитрая, говорит, вы манипуляторша, можете крутить и вертеть, как хотите. Знаете, могут вас считать даже и ведьмой. Смотрите еще, да, то есть вы можете быть похожи на такую, да, вот загадочную мистическую женщину. Или же у вас зеленые глазки, а кто-то подтверждает, да, зеленые глаза только увидим. Нет, нет, не факт, что только увидим. Не только зеленые глаза увидим. Здесь и острота какая-то идет, кто-то в вас даже влюблен по уши. И, ну, вы нравитесь обоим мужчинам, но здесь идет вот такое, знаете, какое-то между собой, даже я бы сказала, спор аж до драки нет, но вот хочется глаза выцарапать им друг другу. Понимаете, вот как женщины хотят друг другу глаза выцарапать, вот тут мужчины так друг другу хотят из-за вас выцарапать глаза. Где-то, возможно, даже в рабочем коллективе вас обсуждают. Вы не даете покоя, вы не даете им спать. Но здесь показывают незрелость мужчин или младший возраст. Кому вы еще не даете покоя? Мужчина какой-то, семьянин, находится на расстоянии. Слушайте, он на вас злится очень сильно, что вы когда-то в чем-то ему или отказали, или, вы знаете, он хотел с вами чего-то как-то, а вы его прочь, да, или вот как-то не восприняли всерьез, хотя человек шел с какими-то серьезными намерениями, но здесь еще может идти речь о какой-то глупости. Человек спорол глупость, или человек себя вел вот как незрелый. Да, и просто вам что-то не понравилось, или какая-то, может быть, шутка дурацкая, и человек это подметил, но ему это не нравится. Ситуация, что вы не посмотрели в его адрес. До сих пор человек, может быть, даже это уже давно длится по времени, но человек точит зуб. Что вы его оставили ни с чем. В том плане, что, да, он-то любил, а вот вы нет. Да, и у человека, может быть, долгое время не складывалась жизнь. Может быть такое, что вы, правда, являетесь роковой женщиной. Человек хотел замуж, ЗАГС, дети, а вы нет, и все. Уперлись рогом, и все. Не хочу.
Он с вами и так, и сяк, да, чтобы что-то получилось. Но нет, он на самом деле очень сильно обижен. Но он сейчас находится в каких-то отношениях, в семье, там уже все по-серьезному как бы. Но я не вижу чувств. Я не вижу чувств, да, там. Там что-то происходит. И есть и там какие-то обманы. Есть и там какие-то обманы. Но я вам скажу, здесь ничего серьезного нету по энергиям. Нету. Чтобы это рассматривать. Кому вы еще не даете покоя? Слушайте, вас ждут и о вас переживают люди на расстоянии. Кто-то, вернее, на расстоянии. Это касается... Это могут быть даже и дети. Переживания здесь. Здесь не просто не даете покоя, переживают за вас. Знаете, хотят знать, что у вас все хорошо. Или родственники тоже могут быть. Мужчина. Мужчина. Может быть, даже и женщина, но такая волевая, как мужик. Или похожа, да, такая по телосложению, такая, может быть, высокая, сильная. Да, это из семьи. Это кто-то из родственников или из семьи. За вас очень сильно переживает, то на расстоянии. Угу. Хочет, чтобы ситуация как-то урегулировалась между вами. Или расстояние сократилось. Уже долго ждет. Слушайте, человек о чем-то таком думает, причем, что вы ходите вот как под каким-то магическим воздействием. Почему-то, да, что кто-то на вас негативно влияет, какая-то женщина. Или человек что-то знает, что на вас какая-то женщина негативно влияет. И переживает за вас. Возможно, да, даже человек молится за вас. Считает, что вы этого не знаете по нулю. А этот человек, кто-то родственник, знает, что на вас есть магическое вето. Здесь может еще идти информация, да, вот, что человек не жив, в принципе, где-то на расстоянии, да, постоянно думает о вас, но именно постоянно ходит с вами, как оберег. Да, это человек не живой тоже может быть, близкий, родственник, муж, может быть, умер, или же бабушка, ну кто угодно. За вас переживают. Благодаря этому человеку вы наладите свое финансовое, рабочее состояние, или оно будет улучшаться. Когда появляются у вас неожиданные деньги, приход, это вот как намолили. И вы могли, да, и вот именно вам помогли. Кто-то из этих родственников, помочь вам исполниться желаемому, да. Деньги вы имеете или от них, от этих родственников. Это может быть, да, вам оставили квартиру, или же вам оставили деньги, ну что угодно после смерти. Или же вот как раз-таки вас выводят на путь денежный. Но это тоже. Деньги благодаря им. Слушайте, человека нет в живых. Нету. 100% нету в живых. Человек был близок к вам. Человек, знаете, вот вы спите, и вот как будто бы что-то такое как гладит, человек успокаивает, чтобы вы о чем-то не переживали. Потому что это не является важным, например.
Здесь даже вот как помогает уснуть, вести в сон. Тут такая мелодия. Мелодия идет. Может быть, человек напевал эту мелодию, или сам когда засыпал, или вот кого-то убаюкивал. Какая-то такая играет мелодия. Знаете, это еще такой человек, который не боялся большой боли. Он боялся например, мог бояться прививки, но не бояться, если, да, он перевернется на мотоцикле или сломает ногу. Но прививки бы боялся больше. То есть это сильный духом человек. Талантливый. У вас, кстати, от этого человека талант. И вас человек сейчас будет пробуждать к чему-то важному. Каким-то важным переменам в вашей жизни. Кстати, эти перемены могут касаться финансов. Также укрепление позиции или повышение вашего какого-то роста. Фортуна к вам идет благодаря человеку. У меня аж мурашки по коже пошли. Человек, когда болел, знаете, может быть, или знобил, что-то перед смертью, да, что-то такое было. Или ощущение нехватки воды, жидкости в теле. Обезвоживание тоже могло быть. Ну или именно состояние, когда холодно. Когда обезвоживание, да, это как крови нужна вода. И когда ее мало, начинает становиться холодно, мерзнет. У вас далекие... смотрите, момент того, что сейчас есть момент, есть то, что является на далекое будущее перспективой. Момент удачи. Момент каких-то перспективных возможностей. Какой-то перспективный рост такой идет. Опять говорю, связано с чем-то. Работа, финансы, карьера. Даже переезд. Здесь будет помощь в переезде, если вы надумали. Вот так вот. Вам освещена будет дорога. Скорее даже ответ придет извне. Потому что человек где-то рядом с вами. Извне. Попросите, и он вам поможет. Если вы не знаете, кто это конкретно, вы можете обратиться как духи рода моего. Подскажите, и дальше своими словами можете попросить о чем-то подсказать. Помочь вам найти путь. Вот такой был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.